Добрый день, уважаемые члены Общественного экологического совета, приглашенные. Как вы все знаете, 19 августа 2018 года, 21:06 в Мирнинский комитет охраны природы от МКУ ЕДДС поступило сообщение о том, что дамбы драги поселка Алмазного переливаются. Работа на двух драгах остановлена. По информации акционерного компании «Алроса», 19 августа 2018 года вследствие поступления большого объема воды по руслу реки Ирилях в район отработки месторождения Ирляхской русы дренажным способом в 14 часов 15 минут в русловых перемычках номер 7, 6, 2 и 1 реки Ирилях пошел неконтролируемый перелив, что привлекло к их размыву. В результате прорыва дамб дренажных полигонов происходит массовый сброс загрязненных вод с дренажных полигонов в реку Малая Бутовия, правый приток реки Вилюй с высоким содержанием взвешенных веществ. Ну, это вкратце информация о том, как произошел факт прорыва дамб. Более детальную информацию сейчас озвучит Управление экологической безопасности руководитель Степанова Вера Николаевна. Прошу, пожалуйста. Добрый день. Хочу по информации о ситуации загрязнения водных объектов река Ирилях, Малая Бутовия и Вилюй. По факту загрязнения водных объектов, естественно, были проведены рейдовые обследования водных объектов. Так, с 20 августа в ходе рейдового обследования акватории водных объектов рек Ирилях, Малая Бутовия был установлен факт загрязнения водных объектов в результате прорыва дамб дражных котлованов месторождения Ирляхской росы. По информации, которую представила АК «Алроса», по информации гидрометеорологического центра, 17 августа за сутки выпало 160% месячной нормы осадков, это 82 мм, что, по мнению компании, послужило причиной прорыва дамбы. С 20 августа был организован ежедневный лабораторный контроль качества водных объектов рек Ирилях, Малая Бутовия и Вилюй. По результатам лабораторных исследований было установлено, что основным загрязнителем водных объектов являются взвешенные вещества и ионы металлов. Также 20 августа было проведено совещание Минэкологии с участием надзорных органов, в ходе которого было дано поручение Управлению Роспотребнадзора организовать оперативный контроль качества воды в реке Вилюй в районе населенных пунктов в связи с использованием населением в целях хозяйства питьевых нужд реки Вилюй, а также обеспечить ежедневную публикацию результатов лабораторных исследований на официальном сайте управления в целях оповещения населения. 24 августа исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамином Милановичем Афанасьевым вылетел с рабочей группой в город Мирный по вопросу ликвидации последствий прорыва дамб в дражных котлованах на реке Ирилях. По прибытии в город Мирный рабочая группа под руководством Сахамина Милановича при участии представителей АК «Алроса» во главе первым заместителем генерального директора, исполнительным директором Соболева в рамках вертолетного облета произвела осмотр акватории реки Ирилях, промышленных объектов, в том числе хвостохранилищ Мирнинского ГОК, второй и третьей очереди, накопитель минерализованных вод на ручейном Тайдах. По завершению облета было проведено совещание с участием руководства и специалистов компании, главы муниципального образования Сунтальский УЛУС, заместителя главы Мирнинского района, главы села Сурдюкар, исполняющий обязанности прокурора города Мирного, а также члена Совета Федерации Александра Акимова и народного депутата Госсобрания Илтумен Юрия Николаева. Компанией был утвержден план организационно-технических мероприятий по восстановлению дамб в дражных котлованах. Эти материалы вам розданы. В целях недопущения загрязнения водных объектов. По итогам совещания было принято решение поручить АК «Алроса» в кратчайшие сроки восстановить дамбу в дражных котлованах. Согласно плану организационного мероприятия, они завершают свои работы 8 сентября. И также рассмотреть возможность обеспечения водочистными станциями все населенные пункты Сунтарского УЛУСа, использующие воду реки Вилюй в питьевых целях, ежедневно информировать о проведенных восстановительных работах населения Мирнинского района и Вилюйской группы УЛУСов. Управлению Роспотребнадзора было поручено усилить мониторинг за качеством питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Вилюй.
Также на следующий день, 25 августа, рабочая группа при участии специалистов лаборатории АК «Алросет» Якутднепра-Алмаз продолжила обследование водных объектов в зоне влияния дражных полигонов на реке Релях и рек Малое Батобие, Вилюй. Осмотрен дражные котлованы, место работ по восстановлению дамб, нижняя дамба дражных котлованов, через которые сточные воды с 18 августа поступали в реки Релях и Малое Батобие, а также акватория реки Релях от нижней дамбы дражных полигонов до устья. Зафиксировано загрязнение реки Ирелях. Слайды. Зафиксировано загрязнение реки Релях ниже драк. Но в результате работ по восстановлению дамбы номер 7 временно снижен объем воды в реке Релях в нижнем течении. По этой причине на момент осмотра 25 августа загрязненная вода реки Релях не поступала в реку Малое Батобие. Река Малое Батобие течение оно не допускало загрязненную воду в саму Малую Батобию. Была подпорка. По результатам визуального осмотра зафиксировано отсутствие стока загрязненной воды реки Релях в реку Малое Батобие. По результатам визуального осмотра, это 20, 22, 25 августа и лабораторным исследованием установлен факт загрязнения устьевой части реки Малое Батобие, воды реки Вилюй ниже устья реки Малое Батобие, взвешенными веществами и ионами металла. Это железо, медь, марганец. Также 25 августа были отобраны пробы и направлены в лабораторию города Якутска. На сегодня Мирнинским комитетом, также с сегодняшнего дня было принято решение в помощь Мирнинскому комитету направить специалистов из Управления экологической безопасности и оперативной инспекции. По загрязнению реки Вилюй результаты химических анализов воды будут направлены в Управление Росприроднадзора по подведомству, в связи с тем, что река Вилюй является объектом федерального надзора. С сегодняшнего дня у нас проводятся гидрологические и гидрохимические исследования загрязненных участков рек Ирелях, Малое Батобие и Вилюй с привлечением специалистов Якутгидромета на территории Мирнинского и Сунтарского районов, а также якутским филиалом Госрыбцентр. Планируются выездные работы по определению ущерба водным биоресурсам среды их обитания. Информация о результате оперативного мероприятия будет направляться ежедневно. Сегодня у нас публикуется все на сайте и доведены до глав муниципальных образований. И Ленсман, наверное, дополнит. Добрый день, директор Республиканского центра экологического мониторинга Волкова. Я хочу сказать, что с 20 числа, с момента выявления вот этой ситуации, ежедневно проводится гидрохимический мониторинг, отбираются пробы воды водных объектов. На 20 число, несмотря на то, что был очень высокий уровень воды в реке Ирелях, выше дражных полигонов мы фиксировали содержание взвешенных веществ на уровне 4 мг на литр. То есть это очень низкие концентрации. Вода реки Ирелях выше дражных полигонов бывает чистой. Ниже дражных полигонов. Вот с момента, с того места, где были отобраны пробы, это самая нижняя 6-я дамба, место прорыва, в сбросе концентрация взвешенных веществ составляла 3460 мг на литр. В устьевой части реки Ирелях концентрация составляла 2758 мг на литр. 21 числа у нас были отобраны пробы воды реки Малое Батобие в устьевой части, это в районе поселка Светлый. Концентрация взвешенных веществ составляла порядка 1140 мг на литр. Вода реки Вилюй выше устья реки Малое Батобие, визуально абсолютно чистая, 8 мг на литр концентрация взвешенных. В 30 километрах ниже, это выше села Сельдюкар, концентрация взвешенных веществ в воде реки Вилюй 21 августа фиксировалась на уровне 314 мг на дециметр в кубе. 22 августа также был повторно проведен осмотр реки Ирелях, дражных полигонов. Мы фиксировали снижение концентрации взвешенных веществ, потому что вот первая волна это прошла, начались уже какие-то работы по восстановлению дамб.
Взвешенные вещества у нас в 3 раза были снижены в сбросе на уровне 1050 мг на дециметр. В устьевой части снижены еще более на уровне 450 мг на дециметр. При этом фоновая концентрация в воде реки Ирелях, это выше дражных котлованов, зафиксирована на уровне 3,2 мг на дециметр. Фоновые концентрации у нас на 22 число в устьевой части реки Ирелях по содержанию взвешенных веществ превышали фоновые концентрации в 150 раз, железо в 4,5 раза, медь была в 4,8 раза превышена. Но мы понимаем, что с самого сброса, конечно, идет более концентрированное, да, загрязнение различными веществами. При попадании в водный объект идет разбавление, и там порядка километра у нас до устья. К моменту поступления в реку Малое Абу-Тоби концентрации несколько снижаются. Мониторинг у нас проводился также, налажен в районе сел Крестях, Сунтары, в районе города Нюрба, Верхневилюйск и Вилюйск. Но вот динамика на сегодня, она такая не очень положительная, скажем, да, то есть мы фиксируем, что по мере продвижения вот этого загрязненного участка воды он у нас спускается ниже по течению. В районе Сунтар, в районе Нюрбы концентрации загрязняющих веществ у нас повышаются. На сегодня у нас готовы результаты, взвешенные вещества, чтобы было понятно, да, их надо отфильтровать, потом они сушатся более суток в сушильном шкафу, то есть порядка 2 суток идет на анализ. Вот по 25 августа в Нюрбе на уровне 75 мг взвешенные вещества, при том, что фоновые концентрации, вот мы говорим в Вилюе, это обычно 10-16 мг. По Сунтарам ситуация, понятно, что похуже, поскольку выше они находятся по течению. Но вот сегодня пробы у нас также отобраны. С сегодняшнего дня пробы отбираются 2 раза в день, в 9 утра и в 2 часа дня. Пробы оперативно доставляются в наши лаборатории. Те пробы, которые в субботу были отобраны в рамках работы рабочей группы, все привезены в Якутск. Будет проведен развернутый анализ, то есть помимо солевых компонентов, металлов, взвешенных веществ, нефтепродуктов, мы будем еще смотреть более специфичные вещества. Но хочу сказать, что для алмазодобывающей промышленности вот есть так называемые вещества, загрязняющие маркеры, то есть это те специфичные загрязнители, которые характерны для конкретной отрасли. Для алмазодобывающих обычно мы фиксируем повышение солевых компонентов, это хлориды, сульфаты. Это то, чем обычно загрязняются водные объекты в зоне деятельности горнообогатительных комбинатов или же накопителей минерализованных вод. Сейчас в силу того, что очень высокий уровень воды в реке Ирелях, мы ни по Иреляху, ни по Малой Батуобье, ни по Вилюю увеличение содержания солевых компонентов не фиксируем. То есть они у нас все в пределах нормативов. Специфичных компонентов, таких как бромиды, скажем, да, тоже мы не фиксируем, они у нас все в пределах нормативов. Ну вот, как сказала Вера Николаевна, гидрологические измерения сегодня проведены. Якутгидромет нам в этом помогает в районе села Сунтар по реке Вилюй. В Мирном отработали по реке Ирелях. Завтра будут работать по Малой Батуобье и Вилюю в верхнем течении в районе поселка Светлый. Эти мероприятия проводятся для того, чтобы дать оценку степени загрязненности водных объектов и примерно рассчитать, какой вред потенциально может быть нанесен. Виктору Юриковичу, это наш самый главный контролирующий орган, Росприроднадзор. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже было доложено, в принципе, Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, оно в компетенции, малые реки – это компетенция Министерства экологии. Они отработали своевременно, в полном объеме. Мы подключаемся сейчас, как Вера Николаевна сказала, уже по реке Вилюй. Направлено в прокуратуру заявление о даче и согласия на проведение проверки. Будем проводить по масштабу проверку уже. И, конечно, будем использовать материалы министерства как причинно-следственную связь, от чего произошло загрязнение реки Вилюй. Ну и, естественно, все меры будем принимать, и административное воздействие, и вред начислять будем, и предъявлять, как положено. Ну и все. Дошли до устья реки Ирелях. Вот. Хорошо. Роспотребнадзор. Добрый день. Мы проводим, как
С 21 числа проводим мониторинг, лабораторный мониторинг качества питьевой воды по реке Вилюй, то есть по Сунтарскому району и по Нерубинскому. Ежедневно. И все. Сразу к вам вопрос, да? Вот здесь было оперативное совещание, когда еще 20 августа это был проведен, и у вас было записано вам усилить мониторинг за качеством питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Вилюй. Краткая информация, поэтому что в этом отношении вами сейчас проводится? Ну, по итогам, можем сказать, 25 числа в районе села Вилючан мы отметили превышение повышенным числом на реке Вилюй. Ну, сейчас фиксируется в Сунтарах, но уже вниз по течению идет, а в Нерубе сегодня чисто. А так проводится еженедельно. А сколько раз в сутки вы берете? Один раз. Превышение во сколько раз? Повышенное число? Около 100 раз. Около 100 раз. На 25-е, да? Но это уже экологическая катастрофа. На 25-е. Колокола, они вот сидеть и... Сейчас пока надо послушать. Еще же есть у нас органы. Да, хорошо. Ленское теруправление. Ага. Добрый день, участники совещания. Ленским теруправлением Росрыболовства по данному факту возбуждено расследование, и наша подведомственная структура, то есть якутский филиал Фугульного госрыбцентра, выйдет для снятия проб, ну и для последующего расчета ущерба. Конечно, будет административное наказание и плюс иск по результатам расчета ущерба. Могу только так сказать. Подтвердились данные, что столько рыбы погибло? Фактов гибели пока не зафиксировано. Это очень крайне редкий случай. Фотографии были просто. Ну и В дальнейшем реакция не сразу. Так, еще какая организация у нас есть? Добрый день, якутский филиал Госрыбцентр. У нас на днях запланирован выезд сотрудника для сбора проб по определению расчета ущерба. Вот, вкратце будем начинать от истоков Реляха, от водохранилища, и спускаясь вниз, заканчиваем в населенных пунктах по Вилюю. То есть полностью будет охватываться вся зона негативного воздействия. В планах такое. Все населенные пункты по реке Вилюй это до промышленного поселка. Все населенные пункты, в которых будет оказываться негативное воздействие данного разлива. До устья Вилюя? И дальше вниз по течению. По линии. По Вилюю. Я про промышленность спросил, это самый последний населенный пункт. Если до туда идет, то и до туда. Хорошо. Хорошо, гидромет, да, еще у нас есть? Здравствуйте. Гидромет имеет посты бывшие ниже по течению села Сунтар, ниже по течению села Сюльдюкар, в черте города и ниже по течению города Вилюйск. У нас проба отобрана 21-23 августа, они переданы в почтовую службу и вот ожидаем. И когда они пустуют в течение 10 дней, и анализы мы сделаем в течение 2-3 дней. А так информации у нас пока нет. Хорошо. А вот в связи с этими дождями вы предупреждение, может, выписывали или нет, нам или сообщали Азовса, что будет такое вот чрезмерное выпадение осадков? Ничего себе не дайте. Не было, да? Ага, хорошо. И следующий вопрос Министерства охраны природы. Раньше вам и предписания делались по этому вот Деревянскому хранилищу, по дамбе? Проводились у вас такие работы, что вы... Да. Ну вот по поводу предписания у нас не было. Я хочу сказать, что на реке Ирелях у нас 16 постоянных пунктов мониторинга. И, соответственно, дражные полигоны, и выше дражных полигонов, и ниже дражных полигонов, и устье реки Ирелях, и Батуобия в районе устья. Это все контролируется каждые 2 месяца в летний период и ежемесячно. Никогда вот такой ситуации мы не фиксировали. Еще, может быть, я добавлю, сегодня, вот когда проводились гидрологические исследования, мы 25 числа зафиксировали, что сейчас прекращен сток реки Ирелях в Малую Батуобию. Видимо, потому что осушены дражные полигоны в результате вот этого выноса. Сейчас они восстанавливают дамбы, заполняют эти дражные полигоны для того, чтобы драги могли работать. Сегодня специалисты также подтвердили, что стока реки Ирелях
в реку Малое Подобие на сегодня нет. То есть вот какой-то период в течение 3 суток у нас загрязнение реки Малое Подобие пока прекращено. Но оно будет продолжено, потому что по мере восстановления дам мы все понимаем, что идет отсыпка песчано-гравийной смесью, глинистой смесью. Все это будет выноситься, то есть это будет вот одна волна прошла, потом вторая волна пойдет, третья. Вот ситуация будет примерно такая. То есть не будет постоянно равномерного загрязнения. По мере проведения работ мы его то будем фиксировать, то оно будет опять у нас проявляться. У меня еще вопрос. Представителя Роса здесь нету, да? Не приглашали? Ну, Ростехнадзор не выслушали. А? Ростехнадзор не выслушали, если они здесь. Состояние там, это чья компетенция? Да. А где Ростехнадзор? В Ростехнадзоре гидротехнические сооружения, как дамбы, да, дренажных котлованов, они не зарегистрированы в российском регистре, как гидротехнические сооружения. И сейчас ведется разбирательство по какой причине и может, как объясняет Алроса, АК Алроса, да, что эти перемычки, так скажем, они не относятся к гидротехническим сооружениям. К временным объектам, которые... Извините, пожалуйста, можно спросить? Да, конечно. А насколько по времени вот эти временные сооружения имеют право там быть? Да, временность. Согласно проекта, какие параметры там заложены и временные рамки. Заложены, там согласно проекта надо смотреть, ну, 2-5 лет. Ну, у вас нет полномочий сейчас пойти и проверить, да? Нет, конечно, когда случилась нет. такая ситуация? Нет. Нет таких полномочий? Потому что это не является гидротехническим сооружением пока, на данный момент. Интересно, о чем видение и под чьим контролем тогда они находятся? Тогда только под контролем Министерства экологии и природопользования лесного хозяйства они находятся? Нет, конечно. Нет. И даже их нельзя контролировать. Внутренний контроль тогда получается. А у Росовских они не ответственны. Это внутренний только порядок, а со стороны... Сколько лет? Как может быть без внешнего? Да, пожалуйста, ага, уже к вопросам. Четко, ясно, лаконично. Ага, Можно кого вы зафиксируете? Ага, пожалуйста. Гидромет службе вопрос, да? Насколько уникально, редко бывает вот такие вот, чтобы как 17 числа там выпало 160% месячной нормы. Это вообще редко, как часто происходит? Это в 100 лет один раз или сколько там? Насколько редко? Я просто хочу услышать дату. Ну, где-то 1% обеспеченность или ниже. Выше, вернее, то есть раз в 100 лет или даже реже бывает. Потому что для этого как бы не характерно. Нет. А метеорологические эти исследования сколько лет ведутся там? Меньше 100 лет. Меньше 100 лет. Ну, то есть мы не знаем. То есть... Ну, все равно это как... Ну, такое бывает, но... Многолетняя обработка. Такое бывает, да? Ну, второй вопрос. Климат меняется. Ростехнадзора. Если этот вид сооружений не входит в этот реестр, то вы совсем даже, у вас нет никакой возможности их контролировать, да? Да. Нет никакой возможности контролировать, потому что в планы проверок мы не можем их внести, потому что они не извещались как гидротехническое сооружение. Ну, на плечах собственника, да, лежит внесение в российский регистр технических сооружений. Можно я тоже первый член общественного совета? Шириной 6 метров, и в техническом проекте прописано, что все-таки дражные полигоны огорожены дамбами, которые относятся к 4 классу гидротехнических сооружений. Отдельно есть временные. Временные у них, видимо, на КСА. По КСА у них там, да, вот эти вот установки по сортировке алмазов, которые вот промывка идет. А дражные полигоны, они огорожены трампами 4
категорийности ГТС. Я говорю, что идет разбирательство по поводу, почему внесены в российский регистр. Нет, выносят на имя собственника, ну, на сначала собственник, обязанность собственника.